Наверняка каждый взрослый помнит, как в детстве играл с песком. Ну, например, строил замок, либо целые города, выкладывал тоннели. И тогда он не задумывался, что именно в этот момент он проявлял свое отношение к внешнему миру. А порой даже находил путь решения из сложившейся ситуации. Сегодня песочная терапия дает возможность высказать то, на что не хватает слов. Это касается и детей, и взрослых. Подробнее об этой терапии мы поговорим с коррекционным психологом. Это Валерия Макаровна. Здравствуйте. Здравствуйте. Валерия Макаровна, расскажите, пожалуйста, что же такое вообще песочная терапия? Песочная терапия – это метод психотерапии, который пришел к нам с начала 20 века. Психотерапевт, педиатр Маргарет Логенфельд в начале 20 века стала применять песочницу и игрушки для своей психотерапии детей, для терапии с детьми. И уже в середине 20 века детский психотерапевт Дора Кальф, обучившись у автора методики, внесла свои коррективы и стала основателем действующей юнгианской песочной терапии. То есть основа это все равно вот эта юнгианская песочная терапия, да? Психоанализ, работа с бессознательным, символами. Песочная психотерапия подходит как взрослым, так и детям, потому что особенно мы, северный народ, не умеем проговаривать свои чувства, эмоции, держим в себе. Да. И вот на занятиях дети, сами того не понимая, в ходе игры они раскрепощаются, начинают рассказывать свои проблемы, переживания. То есть это все происходит вот так без слов, да? Терапия, она имеет два основных метода. Я, например, как психолог могу дать задание ребенку, чтобы она сама начала спонтанную игру. Ребенок начинает играть, в ходе игры раскрепощается и начинает рассказывать о своих переживаниях. Но обычно на первом занятии такого не происходит. Первое занятие, оно как бы ознакомительное. Дети приходят к незнакомому человеку в незнакомое помещение, поэтому они скованы. И для того, чтобы они раскрылись, я сначала включаю им световые планшеты. Вот как у нас, да? Вот это световой планшет. Это уже игровая форма, она не имеет отношения к психотерапии. Это просто для, так сказать, раскрепощения ребенка, да? Да, чтобы ребенок освоился, привык ко мне. Допустим, я вообще человек, которого они видят впервые. И чтобы они начали привыкать ко мне, я включаю им планшеты, даю небольшие задания, нарисовать какое-то животное, просто круги, упражнения с нейропсихологией можем сделать. То есть вот цветовое табло это просто игровая форма, да? А сам процесс терапии происходит уже совершенно в другой песочнице, да? Вот мы видим ее там. Да, у нас терапия песком, она должна осуществляться именно на песочнице юнгианской. Она имеет свои стандарты, стандартный размер 70 на 50 сантиметров. Должна быть голубого цвета, это символ неба. Песок олицетворяет землю. Дно голубое, это может быть символом воды, реки. То есть это по стандарту везде так? То есть других вот таких боксов не бывает? То есть вот только такой? Экспериментально бывают. Для работы с агрессией используют черные боксы или красные, могут быть синие. Также экспериментируют с размерами, но вот этот стандартный размер, он разработан в соответствии с кругозором. Валерия Макаровна, а песок должен быть определенной фракции и цвета, или все-таки в этой терапии применяются разные варианты? Песок бывает разный, даже работают с манной крупой или с кинетическим песком. Но на выбор должно быть несколько песков. Можно даже цветной брать, это зависит от предпочтения ребенка. Кому-то нравится мокрый песок, поэтому всегда есть вода, емкость с водой. Кому-то нравится белый песок, кому-то желтый. То есть это по желанию ребенка, да? На выбор. На выбор. А вот сразу возникает вопрос, с какими основными проблемами по здоровью обращаются к вам родители, да, со своими детками?
По образованию я коррекционный психолог, то есть это психолог, который работает с детьми с нарушениями развития. Это могут быть дети с нарушениями слуха, с нарушениями зрения, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, дети с аутизмом, дети с задержкой психического развития, умственная отсталость. Также приходят дети с нарушениями сна, с различными нарушениями речи. Песочная терапия очень хорошо помогает агрессивным детям, детям тревожным, потому что песок и дерево – это природный материал. Считается, что оно имеет свою энергетику, снимает напряжение очень хорошо. Сразу видно, когда приходят тревожные, агрессивные дети, у них движения очень резкие, амплитуда широкая. И то есть после такой терапии они успокаиваются и приводят свое состояние душевное в некое спокойствие, или на это нужно очень много сеансов и не всегда помогает, или 100% даст результат? Это все очень индивидуально. На самом деле на первом занятии дети очень скованы, как я уже говорила, и первое занятие, оно больше диагностическое. Допустим, приводят ребенка с одним запросом, и получается, что на занятии выявляются совсем другие проблемы. То есть такое бывает, да? Да. Допустим, приводят ребенка с заиканием и говорят проблему другую совершенно. И в ходе игры ребенок сначала замкнуто себя ведет, сидит, просто вот так тыкает, осторожничает. Но и в конце занятия получается, что она раскрепощается и во время игры рассказывает свои проблемы, что, допустим, у меня под кроватью живет бабайка, или, допустим, меня часто оставляют дома одну, Вот или так, да? там про ссоры родителей. То, что их тревожит в ходе игры, они сами того не осознавая, дети рассказывают мне. А вот, допустим, я сейчас, да, ну вот как-то рефлекторно, мне хочется вот все время трогать песок, да, его вот как-то распределять равномерно, не вот раскидывать его по краям. Мне, наоборот, хочется собрать все в центр, и вот как-то вот все вот так завуалировать. Если ребенок делает такие манипуляции, ну, как я, ну, несмотря на то, что я уже взрослый человек, и вроде бы все у меня хорошо со здоровьем, но вот это хороший показатель, когда ребенок вот так песком делает. Да, тут надо смотреть в общем все движения ребенка, скорость движений, амплитуду. Есть дети, которые хаотично все разбрасывают. Особенно различаются мальчики и девочки. Да, Мальчики, они сразу видно, такие подвижные, все раскидывают, любят так бросаться песком, кидаться. После занятий с мальчиками у меня обязательно пол весь в песке, столы в песке, игрушки в песке. Это мальчишки, да? Да, это мальчишки. Девочки, они осторожные, нежные, сразу видно. Ну вот можно ли, допустим, родителям обратить внимание на игру ребенка в песочнице и сделать какой-то уже вывод, или, допустим, какой-то, может быть, будет звоночек, к примеру, да? Ну, например, ребенок сидит в песке, то есть вот если он начинает швыряться песком, это не есть хорошо, или, в принципе, если это происходит редко, то это просто выброс эмоций, а если это постоянно? Так, расскажу о этапах песочной терапии. Обычно первые занятия, может быть даже 2-3 первых занятия, идет стадия хаоса. Дети не слышат меня, допустим, да, они на мои просьбы сотворить, там, построить мир или комнату, остров какой-нибудь волшебный, они меня не слушаются. Начинают все раскидывать, хаос, все игрушки в одну кучу. И вот эта стадия, вот эта агрессия, она может быть продолжаться несколько занятий. Это говорит о том, что идет конфликт у ребенка внутри. Потом идет стадия сотворения уже мира, созидательная стадия, уже все упорядочивается, хаос останавливается, строятся миры, картины какие-то осознанные появляются. И, это продолжается очень по-разному, очень индивидуально. У кого-то может быть одно занятие, у кого-то несколько занятий. И завершающий этап – это когда картинки они строят не статичные. Дети же играют в динамику.
меняются, картины меняются, даже расположение предметов меняется. И в конце, самая последняя стадия, когда разрешается конфликт. Там уже ребенок в ходе игры начинает искать методы решения. То есть вот это все происходит, по сути, за такой курс терапии, да? Да, курс терапии индивидуально, количество занятий индивидуально. Вот у нас сейчас девочка, да, вот поиграла за этим планшетом, в этом боксе, да. Что мы можем вот уже сейчас, к примеру, выявить здесь, да? Но вы ей сказали, создай свой мир, да? Вот посмотрим, какой можно уже вывести итог с этой картинки. Вот что бы вы сказали? Ну, я бы сказала, что девочка находится сейчас в непривычной для себя обстановке перед камерами, поэтому она чисто для галочки сделала нам мир, потому что мы дали ей задание. А в ходе терапии обычно перед ребенком цель не ставится конкретная. Ну вот мы видим, смотрите, в принципе, там у нее есть понятие мамы, папы, да, видимо, там мальчик, девочка, то есть мальчик большой, высокий, девочка поменьше и ребенок сидит в песке, да, оранжевый человечек. Анализируя картину, нужно иметь в виду еще, что вот эта песочница, она делится на разные зоны. Допустим, по диагонали, по горизонтали надо смотреть, левая часть анализируется, середина анализируется, правая часть. Левая часть, она относится к прошлому или к отношениям с матерью. Да вы что? Средняя часть — это то, что происходит внутри человека сейчас. Это данные ситуации, которые происходят в жизни в настоящий момент. А сколько ребенку нужно времени, чтобы вот с помощью терапии, ну, допустим, вот уже не в состоянии хаоса находиться, а уже делать правильно? Это одно занятие, два, Это три? уже зависит от состояния ребенка, от того, какой у ребенка диагноз или какая проблема, с чем пришли. Есть дети, которые совершенно не хотят играть песком, они даже не подходят. На первом занятии они просто могут там 10 минут посидеть, порисовать или потрогать игрушки и уже проситься к матери. А есть дети, которые очень радуются, они сразу прибегают, начинают: о, я так хочу сделать, вот так, вот я с мамой иду по морю, плывем. Очень много разных ситуаций бывает. Зависит все от ребенка. А если все-таки дать советы родителям, да, ну, к примеру, да, чтобы родители обращали внимание на вот такие моменты в жизни ребенка, да, ну, опять вернемся к детской песочнице, к примеру, да, вот первые тревожные звоночки в игре с песком, когда вот ребенок реально не может словами проявить, да, свои, допустим, переживания, да, какие-то душевные, но на песке это явно отчетливо видно. Это в первую очередь на что нужно обратить внимание? В первую очередь, конечно, на движение ребенка, да, хаотичные, экспрессивные, раскидывания. Еще играют, закапывают, допустим, персонажей. Берут, играют родителями, закапывают кого-то, маму, допустим, закопают. Или брата закопают, да? Ой, это страшно как-то. Да, убивают. Там. То есть игра в песке, она должна быть более такая созидательная, да? То есть построить замок, да, вырыть туннель, да? Вырыть тоннель, построить замок, там, да, какой-то домик. То есть нужно что-то создавать, а не разрушать, да? Разрушать тоже можно. Допустим, каждый человек же хочет ощутить свою силу. И разрушая свое построенное, он чувствует себя сильным, ребенок, но при этом защищенным. Он находится в уютном месте, он понимает, что он может... Его за это не накажут. Для работы в песочнице ребенок не должен обладать каким-то талантом, у него не должно быть там дара какого-то. Поэтому ребенок максимально расслаблен. Допустим, в других методиках, когда, допустим, рисование, да, или там лепка из глины, там человек должен обладать определенными способностями. Да. Есть дети, которые стесняются этого. Я не умею рисовать, я не умею лепить. Поэтому песочная терапия, она очень универсальна, и в основном она используется как дополнение к другим техникам или к другим методам терапии. Допустим, ко мне в основном приходят уже дети с поставленными диагнозами. Эти диагнозы им ставят неврологи, ставят психиатры.
в общем, специалисты медицинского профиля. Мгм. Поэтому песочная терапия в данном случае у нас играет роль снятия напряжения, общего стресса. Допустим, они уже проходят другие способы лечения. Мгм. И в сочетании с ними ребенок просто приходит сюда снимать свое напряжение. Ну, то есть это как дополнение, да, к Дополнительный основной курс. терапии, да, которая проходит в медицинских учреждениях, да. Но, а вообще, по сути, если у ребенка вот с какими-то, ну, проблемами со здоровьем, да, приобрести так подобную, ну, вот, подобный планшет домой, да, это все равно нужно со специалистом или, в принципе, вот так в домашних условиях, если он сидит, рисует, это всегда во благо? Конечно, да, даже необходимо купить ребенку, даже если нет возможности купить специальный такой бокс, можно купить тазик такого цвета, допустим, взять речной песок обычный, промыть, просушить, и своими игрушками ребенок может играть. Но родители при этом, ну, в основном не должны принимать активное участие, они Просто наблюдатели. Да, принимают наблюдательное положение. И наблюдают за его... Могут задавать вопросы уточняющего характера. А это, допустим, какие? Допустим, ребенок начинает строить свой мир и начинает играть. Есть дети, которые играют очень агрессивно персонажами, да? Кто-то кого-то бьет, кто на кого-то нападает. И можно сидеть и спросить, вот это кто? Это кто? Это хороший человек или плохой человек? Почему он так сделал? Как ты думаешь? Ну, ненавязчиво. Ненавязчиво, да? А вот вы говорите, вы даете задание, допустим, придумай свой мир. А еще какие можно задания дать ребенку? Ну, в основном психотерапия. Допустим, если приходит взрослый человек, да, там можно уже конкретную ситуацию, которая его беспокоит, обговорить. Обыграть, да, тоже? Обыграть. Он выбирает людей. Ну, человек приходит, говорит свою проблему. И кто в этой проблеме, как он, ну, по его мнению, участвует в этой, принимает участие. Выбирает персонажей, ставит, и психолог начинает там у него спрашивать. Вот почему он тут стоит, что он сказал, как вы видите, почему, по какой причине он так сказал. И начинает в ходе сессий уже выяснять, переставлять, другие диалоги составлять. И переигрывая проблемную ситуацию, смотря на нее со стороны, человек уже объективно начинает оценивать то, что происходит. То или иное состояние, да? Очень интересно, да? Вот мы видим, смотрите, ребенку действительно нравится. Вот мы сидим, снимаем уже там около получаса, к примеру, да? Девочка совершенно комфортно ходит, применяет планшеты, то есть поиграла тут, поиграла там. Все-таки для них это игровой вариант, да? Для них это в первую очередь такое, ну, просто как увлечение какое-то. Это да? очень универсальный, эффективный метод. Да. На самом деле, когда люди смотрят, ну, песочная терапия в России это совершенно относительно новый метод терапии. Многие об этом не знают. И когда я рассказываю, что существует такой метод, ну, люди относятся скептически. Поиграли и поиграли. Что тут можно выявить? Да, на самом деле это очень глубокий анализ происходит. Работа бессознательного, работа с символами. Ребенок со стороны смотрит на ситуацию, может переиграть беспокоящую обстановку, которая его окружает. Ну вот сейчас, например, смотрите, она же положила человечка в ванну, да, и засыпает его песком, да, но навряд ли она это имитирует закапывание человека, да, она хочет создать ему типа имитацию воды, да, наверное? Скорее всего, да, потому что ребенок у нас абсолютно спокойный, видно по ее движениям, по ее перемещениям. Ну, в данной ситуации ребенок стесняется. Поэтому, да. То есть тут понятно, каких-то проявлений сильной тревожности, там, агрессии мы не можем сказать.
Песочная терапия также полезна детям с нарушениями сна, с плохо развитой мелкой моторикой, с истериками, с капризами, с логоневрозом и другими речевыми проблемами, с агрессией, даже с недержанием мочи, частая плаксивость, если ребенок переживает стресс. Валерия Макаровна, то есть можно сказать, что песочная терапия предназначена не только же для детей с определенными диагнозами, но, допустим, у ребенка плохой сон, это же не заболевание, не диагноз, или, допустим, ну действительно он сам по себе капризный, но бывают такие дети, да, вот плачут без повода и по поводу, то есть, в принципе, можно прийти и здоровому ребенку, и в любом случае песочная терапия будет ему в пользу, правильно? Да, конечно, психотерапия песком имеет большое значение для детей тревожных, для детей напряженных, помогает расслабиться. То есть такой антистресс, можно сказать. Антистресс. Терапия. Терапия. Она может использоваться как в диагностических целях, в коррекционных целях. Основные механизмы песочной терапии – это психодиагностика с помощью песочницы, коррекция каких-либо нарушений, также развитие важных отделов центральной нервной системы посредством развития мелкой моторики. Это очень важно для маленьких детей. Эффект релаксации имеется, медитативный эффект, отыгрывание внутренних проблем. Улучшается эмоциональное состояние ребенка, развивается воображение, мышление, память, могут внимание, развитие самооценки и уверенности в себе. Тут нужно уже в комплексе работать. Сначала разузнать у родителей, какая обстановка у них в доме, какие проблемы волнуют их. И то уже есть, потом анализировать в ходе работы. То есть, вот видите, не всегда вот показанное здесь является истиной, да? Может быть, это наоборот то, что ребенок хотел бы видеть и чего у нее нет, да, к примеру. Да. Ну а мы все-таки надеемся, что у нее именно так все и есть, и поэтому она это перенесла вот все на такую вот игровую зону. Что, спасибо большое, Валерия Макаровна, да, за прекраснейшую, интересную беседу. Ну, конечно, как вы уже сказали о том, да, что песочная терапия, в принципе, сейчас это достаточно такое что-то новое, да, уж тем более в нашей республике, да, но хотелось бы отметить, что, конечно, это работает и имеет определенные результаты, да. Ну и, конечно, самое главное — найти хорошего специалиста. Хотелось бы порекомендовать родителям, чтобы следили за здоровьем не только физическим, но и ментальным, за здоровьем детей, себя. Приглашаю родителей на пробные занятия, на диагностику. Возможно, вы узнаете что-то новое о своих детях.